Добрый день, друзья, Дадик Халчин. Так, друзья, вчера у меня опять был, у нас был сильный дождь, ветер. Правда, града не было. Моим цветочкам опять не повезло. Видите, слегли практически все. Этот бархатец тоже, он был тяжеленький, такой мощный. Улетел. Так, ну его надо будет потом как-то двумя руками. Но пока так немножко подняла его. Так, вот расцвели еще мои гладиолусы. И вы знаете, друзья, я, в принципе, сажала их по кругу, конечно, 5-6 штук. Вот тут вот 5-6 штук было, но вот 4 только осталось гладиолусы. Они побились градом еще тогда. И теперь я поняла, что гладиолусы, чтобы они были красивее, видите, эти я посадила как-то по отдельности. Я поняла, что все-таки, и где-то в Ютубе, по-моему, смотрела, что, или в Инстаграме, не помню, в такой они то ли в катке, ну, в какой-то емкости посажены, много гладиолусов, разноцветные, и знаете, это очень-очень красиво получилось. Вот на будущий год, если даже я не буду сажать там в кадок что-то, то буду вот все, что буду сажать, вот эти гладиолусы именно, посажу вот так вот группой, чтобы было красиво. Видите, сколько яблок повалило, друзья. Они у меня и так падали, но сейчас вообще упали. Сыро, грязно. Правда, в огород я не заходила, но так посмотрела мельком, когда ходила доить корову. Вроде бы ничего, так ничего не слегло. Просто вот цветочки мои немножко полегли. Циния вот наклонилась тоже. Но дождь был сильный, друзья. Сильный был дождь, ветер был сильный. Даже у меня вот на этой стороне забор хорошо стоит, ничего с ним не случилось. А во дворе, который забор все-таки немножко наклонился. Он опять, его надо... Но мои мальчики говорят, мы, говорят, нехорошо его трамбовали, поэтому, наверное, надо трамбовать. Так, вот, друзья, у меня уже малинка начинает зреть. Вот, смотрите, какая малинка. Прелесть. Я так рада, что она у меня снова возродилась, друзья. Видите, какой кустик. Вот, скоро созреет. Сколько ягод. Что-то у меня телефон снимает неярко. Не знаю, что такое. Так, у нас не было света всю ночь и целый день. И вот не знаю, друзья, что будет. 2 дня только как лежат наши яйца перепелки в инкубаторе. И вот практически, наверное, сколько? Часов 15, наверное, не было света. Ну, не знаю, включила, посмотрю, несколько дней пусть полежат. По зародышам будет уже видно, есть или нет там зародыши. Надеемся. Была первая закладка, не знаю, так жалко, обидно. И, друзья, вот видите, я как-то даже забыла, как они у меня цветут, мои флоксы. Оказывается, вот видите, только упали, вот эти вот отцвели, и уже идут новые цветочки. Я теперь вспомнила, что у меня действительно он цветет буквально вот почти до глубокой осени. Вот падают эти отцветают, падают, и сразу же, видите, за ними же идут новенькие. Вот сразу вот половинка упали, а уже начинают зацветать. Вот насчет этого, эти флоксы очень красивые, потому что все время обновляются. Ну вот так вот, друзья. Вчера планировали мы шашлыки, собирались к нам гости, но шашлыки не получилось, потому что действительно был ветер сильный, столько мусора везде он нанесено у нас. От ветра я еще не успела убраться. А вчера не было воды, легла и посуду не помыла. Так, это мои огурчики, но правда я их утром на салатик уже сорвала, которые у меня тут в палисаднике. Там немножко зародыши есть. А послала, вернее не зародыши, а огурчики маленькие, каких, зависть. Вот видите, послала сыновей своих купить сахар, масло и чай. У нас вот оптовый склад. Жду, пока они придут, и будем обедать. Так, друзья, так, мальчики пришли, вот, сделали мне такую покупку, купили масло, сахар кусковой, сахар, песок, чай и рис. И так я вам сейчас скажу, сколько это все стоит. Так, рафинад удлиненный, значит, идет 470 рублей мешочек, это 10 килограмм. Дальше сахар, песок 310 у нас, вот, тоже 10 килограмм. Масло подсолнечное 300 рублей 5 литров.
Дальше у нас идет Мариам желтый. Это вот эта пачка чая. 400 грамм в нем. Стоит Мариам 270 рублей получается. Да, 270 рублей. Эта пачка. И дальше рис 5 килограмм. Вот рис 5 килограмм, мешочек. 230 рублей. И вот последняя пачка чая Барака 225 грамм. Стоит он 200 рублей. Вот. Но этот чай мы раньше не пили, я не знаю. Он, по-моему, выходит дороже. Так, если две пачки стоят 400 рублей, там полкилограмма, да, он дороже идет. Даже хорошо дороже. Нам его не стоит брать. Но это если он будет вкусный, то оставим для гостей заваривать. Ну, вот так вот, друзья, такая покупка. Общая покупка это на 2050 рублей. Вот, товарный чек. Они, правда, его уронили у меня. И он грязный. И мы, говорит, не знали, что он тебе нужен. Выкинули. Грязно же на улице. Ну, вот так, друзья. Ну, сахар и рафинад, и песок мне хватит на месяц. Рис тоже мне хватит на месяц, если чуть даже не больше. Но чай и масло вряд ли, точно не знаю, потому что мы пьем много чаю, и гости у нас бывают часто, потому что в действительности ингуши прям постоянно любят чаевничать. Ну вот как-то, друзья, вот как-то так. Сегодня, правда, у меня уезжает сын в Москву, младшенький. Мой режиссер, монтажер уезжает, не знаю, если вы видите эту съемку, значит, меня второй сын научился это делать. Если нет, так нет, конечно, не знаю, но все равно решила снимать. Один сын у меня в Москве, я уже говорила вам, второй сын, ну, второй по... Ну, первый, старший сын у меня дома, второй в Москве, и вот третий сын тоже уезжает в Москву, тот его вызвал. Там он взял какую-то работу, ну, ему нужен напарник еще один. В прошлом году они всю зиму были, не всю зиму, уехали в марте, приехали где-то летом. Эти двое приехали, вот второй остался. Были тоже там, поехали типа на заработки, если честно, но в тот раз они, в принципе, не очень то есть, заработали. Ну, кое-что заработали, кое-какие деньги мы отдали, потому что в республике у нас практически нет работы. Невозможно найти работу, чтобы... Даже не то, что там, может быть, кое-какие работы и есть, но они очень мало оплачиваемые. И этих денег просто не хватит, чтобы отдавать чужие долги. А за время, что тот остался, он научился класть там плитку, ну, все эти внутренние работы научился делать. Они не будут уже на улице, они будут отделывать квартиры. И вот он говорит, нужно прибивать гипсокартон, и чтобы кто-то меня держал, мне нужен еще один. А так он работал сам, когда, говорит, кладу плитку, мне никто не нужен. Ну, понемножку он начал, правда, зарабатывать, научился, присылает нам. Но все равно этого очень мало, друзья, я не знаю. Если бы еще как-то эти долги были, мы как-то зная, что мы что-то купили, не было бы жалко, не было бы обидно. Но так бывает обидно отдавать деньги, которые ты не знаешь, куда они потрачены, что на них сделано. И с таким трудом заработанные, что уже в действительности эти долги просто выедают мой мозг, если честно. Вот отдаю чужие деньги. Вот, ну, люди-то не виноваты, я не виню тех, кому мы должны. Просто отдаю эти деньги и думаю, вот на это бы я сделала это, вот на эти бы деньги я сделала бы то. И бывает обидно. И надо в действительности... Мы-то в такой долговой яме оказались, конечно, не думая, не зная. Но если вот собираетесь там одалживать у кого-то или еще что-то, мне кажется, лучше все-таки этого не делать, потому что труднее долго все-таки ничего нет. По-любому надо стараться, наверное, жить по своим средствам. Хотя в нынешнее время это очень трудно. Купить какую-то мебель, купить какую-то бытовую технику или еще что-то, чисто вот за заработанные и на пенсию, в действительности, друзья, ну, не получается и приходится покупать в рассрочку. Ну, я не имею в виду именно себя, я имею в виду вообще людей, поэтому в нынешнее время, конечно, все-таки трудно. Нам казалось, что вот и нашим родителям казалось, что раньше было намного труднее. Но мне вот сейчас кажется, все-таки сейчас все есть, например, все есть, купить можно все, что ты хочешь. Но у людей, у которых нет средств это купить,
это очень сложно смотреть на то, что есть, и не покупать, и не пользоваться, и не приобретать эти вещи. Все-таки в действительности наше время очень трудное время, мне кажется, и даже труднее, чем было когда-то, потому что тогда ничего этого не было, ничего этого не надо было. Надо было, но не знали, что это есть. И люди как-то жили и были намного счастливее, чем сейчас. Ну, не знаю, это просто мои соображения. Может, я неправильно думаю, не знаю. Напишите, друзья, в комментариях, что вы об этом думаете. Напишите, если вам интересно, напишите, я буду рада. Я прислушаюсь, может быть, к какому-то мнению. Может быть, вы мне посоветуете, как можно как-то и сэкономить, хотя я очень стараюсь экономить, как можно быстрее отдать долги, может, посоветуйте, где можно заработать деньги, что можно сделать. Потому что у меня еще 3 сыновей, которые должны жениться. 2 из них должны себе дом построить. Для одного-то этот дом есть, но его уже тоже надо и снаружи обустраивать, и переделывать, и много чего делать, и обновлять все. А это большие деньги, а мы их практически очень мало сейчас зарабатываем. Такое время, не знаю. Ну ничего, я не жалуюсь, если честно. Я благодарю Аллаха за то, что у меня есть. Я благодарна, в действительности. Может быть, раньше я не была благодарна как-то, ну, как сказать, неблагодарна, я как-то не задумывалась об этом. Но сейчас, в действительности, по истечению времени, возраста, я уже действительно благодарна Аллаху за то, что у меня есть дети, что у меня есть дом, что у меня есть мама, что я могу жить, я могу их делать то, что я делаю. Все-таки с возрастом на все смотришь уже другими глазами. Ну, вот как-то так, друзья. Сегодня еще есть кое-что мне надо поделать. Ну, не знаю точно. И огурцы мне надо сорвать уже ближе к вечеру. Хотя огурцы надо было рвать вчера. Но вчера был такой дождь. Я представляю, какие они у меня сейчас будут переросшие. Потому что сейчас сыро очень. Во-первых, даже если не сыро, я только управилась, только убрала посуду, только вот кое-что сделала. И сейчас хочу сделать пирожки с творогом. Покормлю семью. Опять надо будет мыть посуду, и это все до вечера, короче говоря. И намаз скоро, молиться надо. Так что в огород успею только к вечеру. Хотя огурцы действительно перерастут. Ну, я вам покажу попозже. Добрый вечер, друзья. Сеть Хелшин. Вот у нас намечаются шашлычки. Мясо мы замариновали еще в день, когда была принесена в жертву бычок наш. День, когда Курбан-Байрам был, но сегодня уже 3-й день. У нас были 2 дня подряд сильные дожди, и не получалось. Вот сегодня погода прояснилась. К сыну придут еще друзья. И тут возле палисадника вот жарится шашлык. Еще и на шампурах. Сделала я им несколько салатиков. Замариновала огурчики малосольные. Сейчас, наверное, вынесут стол. И буду здесь есть. Вот мы палисадник. Здесь темно, конечно, но немножко видно. Вот. Курочки мои. Ну вот, как-то так, друзья. Потом покажу вам стол наш. Так, процесс продолжается. Теперь еще на шампурах жарится. Так, мы уже стол немножечко накрыли. Узнав, что сегодня у нас будут шашлыки, дочка у меня делает на заказы салаты, разные мясные блюда. Прислала мне 2 салата. Кукурузку я зажарила для себя. Обожаю испеченную вот такую молодую кукурузу. Я вареную ее практически не ем, а ем только вот в таком виде. Так, свекольный салатик я сама, наверное, накрошила, сделала. Это я огурчики малосольные сделала на быструю руку за 10 минут, которые просаливаются. Это первый вот шашлычок у нас идет. Лук замариновала. Так, и вот эти 2 салата, не знаю, она сказала, что ананасовый. Сейчас я открою. Покажу вам. Не могу открыть. Так, а ну давай открой их. Вот так вот, друзья. Один друг его пришел, второго еще нету. Ждем на шашлык, я боюсь, остынет.
Скорее всего, мы поедим, а они потом сами будут сидеть. Так, вот, не знаю, что за салат такой. Вот, не знаю, что за салат. Какой-то ананасовый. Еще ананас лежит. Давайте я попробую. Скажу вам, что это. Я его не ела никогда. Какой-то своеобразный вкус. Вкус ананаса. Но это сугроб, это уже давно известный салатик. Ну вот так, друзья. Вода у нас стоит в холодильнике. Накупили разные воды. Я просто не успела им сделать сок. Обычно я в принципе, не покупаю воду, а делаю лимонад дома. Но мне надо было сегодня собирать огурцы. И я не успела. Вот такой у нас сегодня вечер. 3-й день Курбан-Байрама. Ну, на этом я закончу сегодня, друзья. Спокойной ночи. Бистя Алхелшин. И еще раз всех с праздником.